В общественных палатах страны в эти дни обсуждают поступивший в Государственную Думу России законопроект о Георгиевской ленте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Дискуссия прошла и в Общественной палате Коми. Мнения и предложения высказали общественники и эксперты. Они обозначили роль и значение Георгиевской ленты, дали законопроекту юридическую оценку, разбирались с причиной непринятия символа за рубежом. Все мнения выслушала Анастасия Тюрнина. Георгиевские ленты на упаковках соусов, а еще в виде украшений домашних животных. Используют их и даже на рекламных баннерах при продвижении предметов и вещей, которые к самой ленте не имеют никакого отношения. Такое обращение с Георгиевской лентой недопустимо. Так считают не только общественники, а любой здравомыслящий россиянин. Вот то, что показывали сейчас вот такие слайды последние, да, значит, за это надо не только голову отрывать. Понимаете? То есть люди должны четко знать, что это наш символ, это наша гордость. В баннер с военной тематикой и изображением Георгиевской ленты недавно были завернуты некие пиломатериалы и выставлены на улицу у здания местного КПРФ. Это событие тут же получило огласку. Мусор убрали, как и сам баннер с Георгиевской лентой. И таких ситуаций, к сожалению, немало, отмечают общественники. В последнее время Георгиевская лента стала камнем преткновения между государствами. В ряде стран символ победы вызывает неприязнь. И вот некоторые примеры. Сейм Латвии в третьем окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. За нарушение запрета предусматривается наказание в виде штрафа для физических лиц до 350 евро, для юридических почти 3000 евро. А в Эстонии запретили проводить публичное мероприятие 9 мая. Готовится законопроект о запрете георгиевской ленточки и иной российской символики. Отказываются от символа победы и в Грузии, Казахстане, Узбекистане. Задача России – защитить георгиевскую ленту на законодательном уровне. Этот законопроект, он очень важен и нужен, потому как я уже отметил, вот сейчас мы отметили буквально дня 9 мая, большинство из нас свидели себе георгиевскую ленточку, но, к сожалению, многие, особенно среди молодежи, не знают значения и святости этого символа победы. Поэтому я думаю, что законопроект способствует тому, чтобы ношение георгиевской ленточки стало не просто данью какой-то моды, а данью уважения, данью памяти тем, кто подарил нам эту победу. Георгиевская лента в России – символ победы и русского мира. О ее истории напоминают эксперты Общественной палаты Коми. В годы Великой Отечественной войны, когда георгиевская ленточка появилась на родине славы, это было не второе рождение, это было третье рождение. Второе рождение произошло при Александре II после проигрыша в Крымской войне, или условного проигрыша, потому что на самом деле проигрыша-то не было. И вообще, строго говоря, положа руку на сердце, цвета георгиевской ленточки – это еще древние цвета византийские. Они были на знаменах. Это были знамена, значит, золотого, черного цвета. Поэтому, по словам экспертов, в закон необходимо внести норму о так называемом километраже ленты. Новый законопроект должен защитить георгиевскую ленту. Георгиевская ленточка, безусловно, является символом. И почему она так имеет большое значение? Потому что, как все символы, это было то, что было еще до алфавита еще. Когда люди общались с символами. И это, видимо, заложено в нас, в любовь. Любые практики, они основаны на символах. В данном случае это наш символ, принадлежащий нам, России. И, безусловно, поэтому он в веках не утратил своей значимости и имеет большое значение, сакральное в том числе. И все же, по мнению общественников, законопроекту нужны уточнения. Например, где, когда и как допустимо носить георгиевскую ленту.
Если мы сейчас будем говорить о георгиевской ленте и георгиевской ленточке как символе воинской славы, то тогда это четко должно быть и прописано в законе. И, на мой взгляд, никаких каких-то самостоятельных определений, трактовок и тем более изобретение правил ношения и использования, способов использования георгиевских лент, их не должно быть. Это все должно быть законодательно, да, определено федеральным законом. И все этот закон обязаны будут исполнять. Конечно, с точки зрения юридической, некоторые моменты нуждаются в конкретизации. В пункте 2, части 2, да, законопроекта необходимо исключить слова после запятой и иных мероприятий. Какие иные мероприятия? Совершенно верно. Да, народ должен угодно. точно знать, в каких случаях можно использовать, в каких случаях нельзя. Если инициатива о символе воинской славы будет закреплена законодательно, то за ее осквернение будут административное и уголовное наказания. Все предложения наших общественников направят в Общественную палату России и Государственную Думу. Анастасия Тюрина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.